Кавказские народы всегда славились своим гостеприимством. Встреча правительств двух регионов по инициативе главы Ингушетии Юнусбека Евкурова лишний раз стала тому подтверждением. Правительственная делегация во главе с Мусой Чилиевым выезжает в Чечню, чтобы построить мост между исполнительными органами двух республик. Миссия по меньшей мере выполнима. У Дома правительства в Грозном Адис Байсултанов, премьер-министр Чеченской республики, встречает званых гостей. Те, в свою очередь, поблагодарили за оказанный радушный прием и передали теплые слова от главы республики. Была сыр Кавказской округ образование. Образование ехали ночи Аллай, Сабарка Богуш, Сабла Уляца, Масал Богуш. В пример всем регионам, чтобы мы были примером того взаимопонимания, той консолидированной работы, которая должна быть в целом в Северо-Кавказском округе, вот с этой целью приехали. Есть взаимоотношения, изменится, я много холодного. Не то, что нам будет тяжело, всем. Сами Бога бешло, сумра харичное. А опыт это дело международное. Его всегда можно накопить. Цель в первую очередь и познакомиться, навести рабочие контакты, дальше в полном контакте осуществлять как взаимосоприкасающиеся контакты в работе, так и на уровне даже личных отношений. Вот сплотиться, чтобы два правительства, все подведомственные организации правительственные, как Чеченской республики, так и Республики Ингушетия, настолько плотно общались и со взаимопониманием работали в зоне всего Северо-Кавказского округа. Первое совместное правительственное заседание двух республик включало вопросы по подготовке мероприятий, инвестиционных проектов, реализуемых по линии программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Мы не забыли трудные периоды 1994 года. Конечно, помним, как тогда ингуши восприняли трудные дни для чеченского народа. Не забыли подвиги первых одиночек, которые бросались там под БТР и танки. Мы все это помним. И последующий прием, и другое. Сегодня пришел день собирать камни. Я на русском языке говорю, но надеюсь, что после наших других последующих встреч мы будем говорить на великом, могучем войнахском языке. И имею такое предложение, чтобы на следующих встречах мы рассаживались в перемешку. Так, на той стороне министр культуры нашей республики, министр культуры Ингушетии, чтобы сели вместе. Тогда уже разговор пойдет на своем языке, потихоньку уйдем от дежурного. Председатели пример подают, они сели вместе. В Чеченской республике активно создаются благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. Последнее занимает заметную нишу в иерархии становления государственной политики региона, а это важный фактор для развития инвестиционной площадки. Очень тяжело получать субсидии по действующим программам. И мы неоднократно, как и в Москве, в рабочих совещаниях общаемся. Я пожелание коллегам отраслевым министерствам Ингушетии, чтобы они более активно помогали министру экономики, так как очень тяжело защищать адресное распределение по объектам, по госзаказчикам. Это Минрегион и Министерство экономического развития. Нам удалось в марте вместе
подписать соглашение уже о финансировании. Изучение опыта массового строительства объектов жилья и соцкультбыта с использованием проектных решений и технологий – основа основ. Здесь важно учесть не только финансирование федерального центра и последующую его реализацию с использованием богатого потенциала Чеченской Республики, но и кадровый резерв. Так, основной упор делается на молодых и талантливых. Проектно-сметная документация, как наличие нормативно-правовой базы, создает особую экономическую зону. У вас достаточно хорошо проработаны уже проекты, я знаю, и по линии веба, и другие. Есть перспективные хорошие инвестпроекты. Мы тоже сейчас готовим изменения в нормативно-правовую базу, соответственно, предложения по формированию институтов развития инвестиционной деятельности. В свою очередь, хотелось бы предложить рассмотреть такой вопрос. Объединить в единый экономический кластер развитие бизнес-проектов как на территории Республики Ингушетия, так и на территории Чеченской Республики. То есть, чтобы мы взаимодополнялись своими проектами друг друга. Министр финансов Илья Исаев предложил идею мобилизовать финансовый потенциал и консолидировать усилия. Идея должна быть года какого-то города, района и так далее. Очень важно в этой работе мобилизация всего финансового потенциала на текущий год, который объявляется каким-то годом. Это касается государственных инвестиций, небюджетных инвестиций, это касается средств предприятий и даже средств домашних хозяйств. Вот эта мобилизация, она приводит вот к такому эффекту. Юнусбек, он как никто, наверное, знает развитие, наверное, предлагает, чтобы и опытом набраться там, и так далее, и сотрудничать вместе с нами, потому что он здесь бывал, он знал, какой степень масштабности разрухи разрушена была эта республика. Он своими глазами видел. Конечно, каждый год, когда приезжает, он видит эффект от развития, эффект работы руководства республики, правительства, эффект развития нашего региона. Вот в этой части РСС мы всегда готовы, Мусаин Жидович, оказать содействие, подсказать и в подготовке нормативно-правовых актов. Порой они должны немного даже не идти в ногу с решениями, которые принимаются на высоком федеральном уровне. Чеченской Республики очень умело используют такие бизнес-направления, государственные, так сказать, направления. Все это тесно увязывается в одну цепочку, не мешая друг другу, а наоборот помогая друг другу, не противоречит с законом. И вот это, конечно, для нас сегодня очень полезно. Мы этому будем учиться. Никогда не нужно быть высокомерным. Там, где чему-то можно поучиться, нужно это признать и брать. После непродолжительного совещания, на котором участникам было что обсудить, команда из КФО поделилась первыми впечатлениями. Мы хотим многое перенять опыт, именно правительственный опыт Чеченской Республики и, конечно, отраслевой опыт Чеченской Республики, то есть по каждому министерству и ведомству. Знаете, сегодня ситуация такая, что работать, так сказать, особенно вот две республики, которые связаны узами и экономических взаимоотношений, территориальных взаимоотношений. Более того, вы знаете, что у нас узы одного народа, мы единый народ. И не использовать вот этот контакт просто глупо. Поэтому мы считаем, что все, что должно делаться вот в экономическом развитии в дальнейшем, должно делаться в тесном контакте с Чеченской Республикой. И только они хотят перенять опыт, и мы хотим, в каждой стороне есть что перенять друг у друга. Это, я думаю, очень позитивно отразится на дальнейшее развитие нашей экономики,
придется меньше тратить усилий на выполнение определенных задач, потому что можно использовать вторичные использовать и проектные документации, и тех бизнес-направлений, которые сделаны. И совместно, когда несколько регионов выходят на федеральный уровень, решают единый какой-то вопрос, тратится меньше усилий и результат бывает достаточно значимый. Поэтому на сегодняшний день это как бы первая ознакомительная встреча нового состава кабинета правительства Ингушетии и Чеченской Республики. Я думаю, что эти встречи регулярно на полях, на тех инвестиционных площадках, на форумах, я думаю, это даст очень сильный толчок для развития, совместного развития двух регионов. Во второй половине дня правительственная делегация Республики Ингушетия во главе с премьер-министром Мусой Чилиевым посетила центральную мечеть города Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова, где совершила полуденную молитву. Только здесь истинный мусульманин может почувствовать себя